Национальная библиотека – настоящая сокровищница. Фонд, подумайте только, 2 миллиона 300 тысяч экземпляров. Весь он хранится на нескольких этажах. Особую ценность представляют издания начала 19 века. Для них специальный температурный режим, уровень влажности и обязательно белые перчатки. Даже дышать рядом нужно аккуратно. Легкий порыв воздуха может разнести обрывки иссушенной за годы бумаги. Вот здесь далеко не все на полках. Что-то упаковано в специальные кейсы. Именно редкий фонд, то есть фонд редкой книги, он такой прямой потомок именно фондов первых публичных библиотек Уссусольской общественной и Уссусольской земской. В кладовой Национальной библиотеки ценные издания можно найти не только в секторе редкой книги и в книгохранилище. Изобилует ими и отдел краеведческой и национальной литературы. В нашем отделе хранятся, так скажем, изюминки нашей коми-литературы. У нас в отделе есть репринтные издания, которые мы приобретали в издательстве «Арфалет». Очень много мы работаем с нашими товарищами и партнерами, которые эти книги нам, например, дарят. Есть у нас в нашем фонде коллекция Калистрата Фалалеевича Жакова. Эти издания датированы концом 19-го, началом 20 веков. Всего в отделе их около сотни. Это гордость хранителей и достояние республики. В фонде национальной и краеведческой литературы свыше 100 тысяч экземпляров. А сколько периодики вовсе не сосчитать. Вот центральные газеты мы храним с 30-х годов. Здесь «Известия», «Правда», «Комсомольская правда». Особенно интересна коллекция военного времени, вот под 41-е годы, 41 по 45 года. Очень часто мы их выдаем на выставки для выполнения каких-либо справок. Они, видите, какие страшненькие, если посмотреть, вот еле-еле уже держатся страницы. Как именно перевести столь драгоценный груз и, главное, где его держать на время ремонта, пока не ясно. Сейчас библиотека ищет подходящего подрядчика для такой ответственной миссии. Причем на время ремонта, как уверяют хранители фонда, сама библиотека работать не перестанет. Евгений Стокос, Любовь Лапина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.